Доброе утро, друзья, всем тем, кто только к нам присоединился, кто с нами с самого начала. Я вам... Не завидую? Не завидую, ребята. Но благодарю от всего сердца. Да. Мы продолжаем двигаться далее, друзья. Юлия Санбердна, как ее сейчас назвали, девочка-весна. Прям яркая, как и погода, ксати, тоже налаживается. Наконец-то. Вот и Сяош Шармадзаде неизменно рядом сидит, блестит, потому что, да, так решил Всевышний. Что ж, давайте к приятному сейчас. Вот так вот. Ладно. Новые впечатления, уникальная природа Башкортостана и большой семейный праздник. Все это ждет вас 26 мая, уже в следующее воскресенье. И все потому, что пройдет у нас в Башкортостане благотворительный спортивный забег по пересеченной местности, так называемый трейл Таратау. Все собранные средства от этого мероприятия пойдут на помощь тем, кто в этом нуждается. Но подробнее об этом мы сейчас и поговорим с нашими гостями. В студии программы «Салям» сегодня организаторы благотворительного трейла Таратау Дима Бабин и Элина Гайнуллина. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Дима кого-то же на низком старте готовится. Побежит отправиться на восхождение. Давайте вначале... Что это такое, да? Да, что такое вообще трейл для тех людей, кто вообще не понимает? Забег РФ, вот это все, это понятное дело, что это вот вышел на асфальт и побежал. А бег по пересеченной местности, трейл, что Чем это такое? отличается? Чем отличается и что ждет людей? Юлия-то уже сказала, что это бег по пересеченной местности с использованием природного рельефа. То есть если мы бежим, стараемся как-то забеги на шоссе сделать более-менее гладкими, что называется, без всяких резких подъемов, спусков, то в трейле это не работает. Это наоборот, типа, считается, что чем там, круче горы там, и спуски, тем лучше. Вот. Но у нас такой трейл будет более для новичков, скажем так, потому что не сильные будут у нас перепады высот. Вот, поэтому он подходит, всем подходит. Это тот самый трейл, с которого можно начать свою карьеру трейл-раннера, да, так скажем? Да. Да. Прочувствовать прелесть мягкой тропы, Башкирской птичек природы. вокруг, свежего воздуха, вдыхаемого, когда ты бежишь, природы красивой, со всех практически точек дистанции будет видно гору Таратау, ее прекрасную. С разных сторон можно будет на нее посмотреть. Так, кто может участвовать? Дети, взрослые, люди? Кони. Люди в первую очередь. Кони, кстати, будут тоже, но просто Это лидеры. пастись там рядышком где-то они будут, потому что мы будем на Колодно-Бортевой пасеке, и там такое хозяйство устроено, что у них есть там и лошадки есть там, они обычно пасутся в поле там где-то рядышком. Бортничество, я правильно понимаю, что можно ненароком пнуть, пробудить пчел и прибежать первым? Ну и В как конце вас ждет ведро воды, которым обливать, и пчелы разлетаются. спортивное питание мед тоже подойдет, да, мне кажется. Ну, то есть благотворительный трейл Таратау – это не сколько спорт, сколько наслаждаться природой люди отправляются. Но есть те, кто хочет пробежать этот старт, как контрольный старт перед более мощными стартами, более такими серьезными. Есть те, кто хочет победить, но в общем и целом, да, это больше такой вот посвящение в трейл, я бы так сказала, для тех, кто вот еще не пробовал, может быть, для тех, кто хочет пробежать длительную, для тех, кто хочет просто насладиться природой и атмосферой праздника, потому что атмосфера будет огонь. Так вот, пробежаться по фану. Да. Ну и почему по фану? Еще добавить важную причину всего этого, потому что все собранные средства, как я вижу, отправляются в поддержку благотворительных фондов «Наши дети» и «Луч света». То есть не просто так это мероприятие создается, верно? Да. Отлично, спасибо большое, Дмитрий. Я Отличный все правильно диалог. поняла. Мне нравится ваш разговор. Я услышала, что помимо как бы природы можно будет еще пробежать длительную. Вот какие дистанции вообще обещаются 26 мая? У нас будут детские старты, в самом конце они будут проводиться для детей и подростков. То есть там будет дистанция до километра. Это будет рядышком с Бортевой пасекой. Дистанцию проложим, все покажем. Вот. Для тех, кто постарше, у нас будет 5, 10 и 21 километр. Какое разнообразие. Класс. Какую А дети выбираете со дистанцию? скольки лет могут участвовать в забеге на километр? Есть какое-то ограничение? На километр именно. И Да. детский старт. Детские Детский старты старт. у нас до Нет, с самого маленького самого малыша. маленького. Самого маленького, ну, если он может бежать, он может первую свою дистанцию пробежать, там это будет Несколько там. 50 метров, Ага. да. А. Потом там 200 и так далее. Ну, то есть В зависимости от возраста. В зависимости от возраста, да. Ну и самые старшие ребята уже могут пробежать километр.
чтобы они нигде не потерялись, мы все-таки их в поле зрения будем держать, вот, и они побегут километр свой. А вот забег сам по себе, я имею в виду взрослые забеги, подразумевает забегание на гору Таратау? То есть мы будем подниматься на вершину? Или это уже отдельная опция, потом можно прогуляться с семьей? Это отдельная опция. Будут организованы экскурсии на гору Таратау вместе с гидами от геопарка. Вот. Можно будет послушать внимательно всю историю там, про природу, ну и так далее, про местность. Вот. То есть не спеша насладиться красотами вокруг, ну и подняться тоже. Дело в том, что подъем на эту гору в основном только по лестнице, а мы считаем это не очень безопасным, и поэтому на гору мы не хотим бежать. На гору лучше просто спокойно сходить, прогуляться на экскурсию, Ну да. а побегать вокруг. Учитывая, что кто-то будет действительно торопиться к финишу, Да, победить. я думаю, таких будет немало. Кстати, что ждет на финише участников? Красивая медалька, как минимум. Медаль, кстати, на самом деле очень, очень красивая. Мы хотели сегодня показать, но решили оставить интригой, поэтому расскажем на словах. Да, она даже А вот движется. медаль, а в центре, получается, часть медали двигается отдельно. То есть ты пунь, а она сама по себе бежит. Это стоит Очень. того, чтобы Пробежать приехать хотя на бы Таратау. 5, 10 или 21 километр. Слушай, ну, вот медаль, это вообще 100%. Что еще получает человек, который будет участвовать? Медаль, есть там какие-то... Это если он Вообще, добежит до финиша. Добежит до очень, финиша. очень классный получается стартовый пакет. Все участники получают красивый рюкзачок-мешочек. Оу. Это как стартовый пакет, да. Носки со смыслом, значок со смыслом, ну и некоторые подарки от партнеров, помимо Это традиционного тоже номера. бессмысленные. Бессмысленные подарки Просто от партнеров. И на финише всех финишеров будет ждать горячее питание. А вот Это это для уже нас важно. есть. Это большой плюсик для того, чтобы поучаствовать, я вам скажу так. Слушайте, ну вот насколько я знаю, когда мы участвуем в каких-то трейловых забегах, обычно специальную экипировку подбирают. Нужна ли здесь специальная экипировка или можно вот просто взять кроссовки и алга? Слушайте, ну, так как трейл у нас не особо, скажем так, горный, да, здесь я думаю, что преимущественно там бег будет в поле или по каким-то тропинкам, то есть прям специально, я думаю, что не обязательно. Да, но если у вас есть трейловые, так называемые, кроссовки, которые с протектором, которые там помогают цепляться сильнее в грунт, то можно их использовать, да. Потому что новичков, скорее всего, не будет такой специальной экипировки, еще для них это будет только вот такое вливание, скажем так, в эту среду. И Можно в обычной экипировке Да. приехать и... да, главное, чтобы у вас по погоде вы были одеты, у вас была с собой Вода? вода. Не, вода, кстати, думаю, будет, что пункты питания будет, будут по пункты дороге. питания будут, Так что да. конечно. Ох, ничего себе. Кстати, всё. какую мы погоду обещать, да? Погода теплая Далеко обещает не такую. загадываем, но думаем, что Это будет тепло. Ирина сейчас отвечает словами синоптиков. Что там по погоде? Мы так далеко не загадываем. Есть опыт. Слушай, ну- Просто мы всегда всем рекомендуем на трейлы обязательно, как бы там ни было, брать с собой кепку, солнцезащитный крем. Вот, потому что, ну, солнце, может быть, сейчас погода и не жаркая, но солнце яркое. Чтобы не поджариться, то лучше Не все-таки получить солнце. защитить. Вообще, на самом деле, погода идет на поправку, поэтому, я думаю, будет солнечно, будет хорошо. И можно Поэтому- будет всей семьей отдохнуть близ Таратау. Это не очень далеко, если вы едете из Уфы. И еще и очень А будет ли какой-то хороший трансфер? пример. Вот вопрос, кстати. Если человек без руля, но хочет поучаствовать. Ну, вообще трансфер не пользуется популярностью в те края, поэтому мы решили его не делать. И Всё. каким образом принять участие? Самый главный вопрос. Нужно зайти на сайт batyrsport.com, battersport.com. окей. найти благотворительный трейл Таратау Таратау, да, и зарегистрироваться. пройти, зарегистрироваться, да, всё правильно. Приобрести И слот. получить медицинскую справку для Обязательно нужно, допуска. для того, чтобы побежать, нужно обязательно допуск от врача на ту дистанцию, как минимум, которую вы собираетесь бежать. Или больше. Вот такие вот правила. Все легко и просто, и очень приятно. 26 мая, следующее воскресенье, запланируйте для себя такого рода отдых.